Я наконец-то начал свое путешествие. Неделю я просидел в Севастополе. Ну где мы, ребята? Наберем с тобой водички в дорогу. Напоследок поедим нормальной ресторанной пищи. Олень! Ой, не обалдеть! Ну-ка, снимай. Так, мы решили все-таки на этой поляне заночевать. Вот ребята так в машине устроились. Ну что ж, до завтра. Посмотрим, насколько это будет красивое место с утра. Да, как же здесь по дороге так красиво. Вокруг. Друзья, вас приветствую в осеннем Крыму. Сегодня у нас 4 сентября. Я наконец-то начал свое путешествие. Неделю я просидел в Севастополе с сестрой, с племянницей побыл с ними. И дела были, монтажом занимался, в общем, обучением. Там много чего надо было сделать. Еще там одно дело очень полезное сделал. И сейчас у меня прилетают друзья в Симферополь, я еду в аэропорт, и с ними мы едем уже в путь. И вот я анализировал, как мне делать дальнейший маршрут какой-то. Я не стал планировать конкретно, сидеть, составлять план, что, где мы будем и как, а решил, как я люблю, чтобы это была импровизация. То есть каждый день мы будем смотреть на карты и выбирать место, куда мы поедем в этот раз. Конечно, примерные точки будут, там какие вот мне хочется места посетить, где-то они и около. А дальше будем просто импровизировать. Я даже сегодня не знаю, где мы заночуем. Сейчас я ребят встречу, и я буду искать какое-то место под Севастополем, где можно встать лагерем, в палатках заночевать. На море сейчас погода у нас такая, шторм на море обещает, усиливается ветер. Ветер, конечно, такой сильный. Солнце светит, вот я с утра вышел, 17 градусов тепло на солнце. Солнце прячется, становится холодновато. Вечером достаточно холодно. Прям в совокупности с ветром, уже с холодной температурой, становится немножко неприятно. Думал ночевать на море, но на море будет, я думаю, что совсем, сейчас вот, по крайней мере, в эти дни нехорошо, пока сильный ветер. Надо где-то спрятаться подальше от открытой местности, где-то в лесу. Где-то будем прятаться, не знаю, будем искать. Так что вот я выбрал такую путешествие импровизация. Я думаю, что это будет и по Крыму, и дальше по материковой части. Каждый день для меня будет сюрпризом. Я думаю, что и вам тоже будет так интересно смотреть. Когда вы понимаете, что я не знаю, что меня ждет завтра, что у меня нет никакого плана, нет никакого там маршрута, сюжета, то, мне кажется, этот эффект импровизации передается ему, моему зрителю. Верните направо. Так, ну где мы, ребята? Ну что, добро пожаловать. Привет. Вот, знакомьтесь, Михон. Всем подписчикам привет. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Мише хочется тоже научиться блогерству, да? Да, я такой. Настя, помаши ручкой просто в камеру. Настя не хочет сниматься, она у нас будет за кадром. Вот, работает. Учу ребят новой своей камере. Будут меня снимать. Настя, будешь моим оператором. Да? Так как ты не хочешь сниматься, ты будешь меня снимать. Смеши. Наберем с собой водички в дорогу питьевой. Я езжу, голову мою, там проснулся, душку помыл. Берем для Гарика скидываем водички. Да. Гарик, голову мою часто. Старт, стоп. Он снизу есть. Да, люди еще раздеты, мы с Мишей уже покрепче оделись. Так, потеплее. Парни с севера знают толк. Да. Как надо одеваться. Первый вечер идем на набережную, в ресторан сейчас там морскую еду поедим. А потом поедем куда-нибудь искать место ночевки в темноте, на озере где-нибудь. А тут на камеру смотришь, асфальт такой, смотри, светящийся. Так не видно, вот вживую, да, он такой синий. Короче. Да, вот ресторан Баркас. Да.
И вот сейчас тут вкусно готовит такую морскую пищу. Пошли? Так, ну что, заказали суп с морепродуктов. Мидии я решил. Море помидоров. Напоследок поедим нормальной ресторанной пищи. На сегодня напоследок и до завтра. Завтра уже будем завтракать в походных условиях. В полевых, я надеюсь. Все, всем приятного аппетита. Вот еще могу порекомендовать местную рыбку барабулю. Вот очень вкусно жареная, мне понравилось. Да, потеплее стало, ветра нет сейчас здесь. Но здесь еще и бухта, она все равно, мне кажется, как-то защищена от ветра. Друзья, с вами была группа Башмак Пеликаны. Мы вас любим. До новых встреч. Прикольно здесь так вот растет. Не знаю, как это назвать, лоза или что. Так вот. Сохранили. Ну что, погуляли, время 21:57, почти 10 часов. Мы пока рядом с набережной, и план у нас какой? Хотим поехать на озеро Муловское, село Передовое. Нам посоветовали, это где-то час езды отсюда. Сказали, что там, по идее, можно на машине добраться до самого озера по грунтовке. Вот поедем. А самое интересное, что мы сейчас приедем в темноту, и когда мы проснемся, мы увидим, что вокруг только с утра. То есть мы сейчас приедем, разложимся, ляжем спать, ничего не будет видно, а потом, когда будет видно, эти ржут, они первый раз видят, как я блог записываю вживую, да? Такая прикольная лесная дорога, извилистая. Почти приехали, почти. Машина встречная. Аккуратненько надо. Ну это реально нужно иметь еще опыт по таким дорогам ездить. Еще и ночью. Я, кстати, первый раз сейчас так еду. Я, видишь, не днем поехал, а ночью поехал впервые по таким вот дорогам. Это, конечно, тоже интересный опыт. Вот я по карте вижу, что, например, такие резкие повороты там жесткие. Видишь, такие прям. Аккуратненько. Поэтому никуда не спеша. Я понял, главное одно, тут нечего торопиться, даже днем, ночью, вот едешь потихонечку и едешь. Аккуратно, перед каждым поворотом будь готов, что кто-то вылетит на твою полосу. Люди тоже бывает так вот заносят. Едем по центральной улице, это вот населенный пункт Передовое, и за ним уже озеро. Думаю, что одна улица, прикольно, в принципе, дорога такая, хоть и темная, но интересная достаточно. И вот такие места вообще клевые, я очень. Вот хотелось бы на самом деле в идеале, конечно, пообщаться с кем-нибудь, познакомиться, поснимать, как живут люди здесь. Вот мне на самом деле вот это хочется. Дорога такая интересная, сейчас поселок проехали, едем по поселку вверх сначала, а сейчас вот уже поселок, дальше грунтовая дорога пошла, и все вверх, вверх, вверх поднимаемся. Мне сказали, что это горное озеро, мне вот прям очень интересно, куда мы сейчас приедем. Блин, и у меня, по-моему, машина первый раз на такой жесткой дороге как-то даже некомфортно. Так, На туда скутере- пойдешь, Туда. ничего не найдешь. На скутере было проще, на самом деле, потому что он старый, его не жалко, а тут, блин, жалеешь. Да. Как-то вот вообще. Ну, нормально, вот, смотри, мы прям в гору едем. Давайте здесь даже паркуемся. Ой, здесь вообще нормально, Ну, кстати. здесь поляна, смотри, такая. О, вообще классно. Чисто. И вид, смотри, как. О, олени! Олени. Ой, нифига себе. Обалдеть! Ну-ка, снимай. Не-не-не, ну прикольно. Ну, они сейчас лазят везде. Прикольно. Ничего себе. Четверо, я думал собаки сначала. Вот это мы поймали, да? Прикинь, природа Крыма, как здесь. Я сейчас в восторге просто. Я тоже. Олень. Обалдеть, так дикую Смотри, природу. олень. Это, кажется, я случайно проехал поворот, и мы сюда заехали, мы не должны были сюда заезжать, и вот увидели оленей. Вот прикинь, как вот стечение обстоятельств прикольное.
Это вот что-то нас ведет. Так, мы решили все-таки на этой поляне заночевать. До озера что-то мы посмотрели, оно в лесу находится, как мне показалось. И там дорога, я только что на камень там наехал. Ну, в темноте не очень прикольно. Я хотел гамак повесить. Здесь такой лесочек прикольный, ну, в гору идет. Дорога идет, или это вот, ну, вода по весне стекает. Ну, как будто бы дорога такая, тропа. Но вот здесь нет нормальных деревьев, по крайней мере, рядышком, на которых гамак можно повесить. Вот нужно что-нибудь такое поплотнее, но вот не вижу. Вот ребята так в машине устроились. Настя уже прилегла. Ну, тут сейчас еще посидим, на самом деле. Это вот так мы. Блин, фонарь садится уже. Что-то плохо зарядил. Тут такое звездное небо, ну, это не видно. А у меня вот палатка. Сейчас тут еще до конца не разложился. Ну, здесь у меня одеяло, подушка. Все комфортно. Спать буду отлично. Вот так сегодня проведем первую ночь. Завтра на озеро поедем. Посмотрим, как там. Решили пройтись, осмотреть территорию. Ой, подал собака. Это олени. А, тут смотри, тут маленький такой лесочек, и мы опять в поля выходим. Прикольно, Михон. Здесь тоже виды такие. Похоже, озеро. Вот. Да. Вообще... Да, вообще кайфовое место. Обалдеть. Вот там где-то озеро. На него, может, и смотрит. Да. Ага. Скорее всего, оно вот там в низине. Видишь, вокруг горы, это же горное озеро. Блин, тут, мне кажется, красотища будет завтра. Да, я просто предвкушаю. Не, это она будет совсем другая. Сейчас она другая, Михон, ночью. Реально, как бы мы сейчас, и завтра будет прикольно. Ты прям не узнаешь эти места. Сейчас у тебя фантазия играет. Ты представляешь в этом темном силуэте, да, что тут вокруг. А завтра вот сравнишь с тем, что ты сейчас представляешь. С той стороны холодно, конечно. Мы вот сейчас на ту сторону горы поднялись. Да. Тут ветра нету, там ветер холодный вообще дует оттуда. И тут вообще нормально, тепло. На спуске. На самом деле очень комфортно устроился. У меня белье с собой постельное. Я не люблю экстрим. Спать, в принципе, будет хорошо. Ну что ж, до завтра. Посмотрим, насколько это будет красивое место с утра. Так бы каждый день с таким видом просыпаться. Ну, поспал очень хорошо. Даже жарковато было. Хотя в какой-то момент было прохладно. Я потом достал спальник и спальником укрылся. И все, всю ночь мне было тепло и комфортно. Хотя ночью достаточно прохладно, 8 градусов уже, 7-8. Ребята вон в машине не замерзли, но было твердо, да, немножко? Хорошо?
Завтрак туриста. После ресторана, да? Чан рамен поедим. Сырку можешь его добавить. Сейчас пойдем посмотрим, где мы вчера ночью там лазили с Мишей. Да? Заценим? Так ли там красиво, как рисовало наше воображение? Ну-ка, ну-ка. Да, местечко, конечно, отличное. Может быть, еще вернемся сюда на ночевку. А пока поедем сейчас искать дальше интересные места. Ну, по каким-то сейчас примерно составили план. Сейчас на озеро сначала надо обмыться, искупаться, посмотреть, что там еще за озеро. Ну, не знаю, искупаться, погода такая прохладненькая. И дальше надо вот подумать, куда в Балаклаве хотим. Так, развилка, куда нам тут? Да, направо сейчас. Почти приехали. Развилочка, конечно. Аккуратненько. Озеро Муловское. Или Муловское. У нас в деревне Мул называют ил, который на дне лежит темный. Живописную Байдарскую долину часто называют Крымской Швейцарией. Вот мы чуть-чуть не доехали до сюда. Вот так, тут ветреная сторона. Нет, там хорошо. И здесь неплохо. Здесь можно арест сделать. Ага. Вот такие столики прикольные. Там тоже. Озеро маленькое. Но это горное озеро, конечно. О, прикольно. Прозрачная. Ну, искупаться, что ли? Что-то мне искупаться охота. Ну, мне кажется, она очень холодная. Мелко? Здесь, кстати, искупаться удобнее будет искупаться, зайти. Здесь заход лучше. Ой, из жадности тебя ножки. Ну как? Прохладно? Обжигает? Уже такая, да? Ну это может она все лето такая стоит на самом деле. О, немножко распогодилось. Хорошее озеро, красивое. Вот передовое. Ночью было не видно, смотрите, как красиво. Такой, да, в горах находится вообще. Со всех сторон окружен. Так, там что, по этой же дороге машина едет? Интересно. Или Разъедемся. еще не повернулась? Нет, вот она поворачивает сюда. Так, а я вот чуть дальше, да, по-моему, там. Вот так вот у дороги можно купить домашние вкусные ягоды. Сейчас купили винограда, 100 рублей килограмм. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Да нет. Как, Настя, виноградик? Изабелла. Обратно едем в Севастополь. Решили в Херсонес пока сходить, пока светло. А там уже, наверное, в Балаклаву поедем оттуда, по побережью. Я бы так сделал. Ну, посмотрим. Опять в потемках будем искать, где заночевать. И, может быть, приедем туда же, где сегодня ночевали, если ничего не